Все началось с похода за водой. Нурлану тогда было 10 лет. Он принес домой за раз недельную норму. Так и пришел, весь загруженный, с 2 ведрами в руках и 40-литровой флягой в зубах. С тех пор Нурлан так и живет. С грузом на плечах, в руках и зубах. Сегодня ему 35, и вся его жизнь – это экстрим из трюков. Вот он зубами тянет лимузин. А вот грузовой автомобиль и автобус. А тут и вовсе носит девушек не на руках, но в зубах. Потом силач добрался до аэропорта Манас, где сдвинул с места 2 самолета – Ту-134 и Ян-24. За стальные челюсти и железные зубы в народе его так и прозвали – Таш-Чайнар, что значит камнедробитель. На его счету больше 100 трюков. Могу сказать, что это не я делаю. Сам Бог помогает. Вот как одному дает пение, мне силу. Как видите, хочу стать чемпионом. Самое большое потрясение люди испытывают, когда узнают, что прославленный силач является инвалидом 3-й группы. У него нет одной почки, но это не помешало ему попасть на большую сцену. Когда я учился в 11 классе, сильно заболел. Врачи мне удалили почку одну. Потом 10 лет на диете сидел. И после этого стал обратно заниматься. У человека либо 32, либо 28 зубов должно быть, оказывается. Это как, например, 7-месячный, либо 9-месячным рождается. 8-месячных не бывает. А у него 29. То есть сами стоматологи это говорят, уникум, такого не бывает. Говорят. Потом... Махсат – главный болельщик и фанат Таш-Чайнара. Для продвижения богатыря он создал специальный фонд. Занялся подготовкой заявок в Книгу рекордов Гиннесса. Он хочет показать не просто грубую силу, он хочет прославить Кыргызстан. Он хочет показать, что в нашей среде есть баатыры. Не просто какие-то чиновники, а именно баатыры. Например, мой сын уже, видя этот Таш-Чайнар, говорит: отец, я хочу быть таким, как он, сильным. Сильным не в плане физически, не мышцы, не грубая сила, а именно еще сильным духом. Компания по продвижению Нурлана получила неожиданно широкую поддержку. Махсат хочет разработать целую концепцию. Кыргызстан – это сила, где главным действующим лицом станет силач из Таласа. Может быть, в материальном плане мы сыты по сравнению с другими народами, да? Кыргызам, Будайшур как-то у нас хватает. Но именно голодны вот на такие вот ценности, чтобы какой-то вот, чтобы бизнес кто-то прославил. Именно у нас нет славы. И когда вот это слушаю, у меня, знаете, как-то внутри, вот, без головы людей придет. Этот костюм Азамат заказывал специально для будущих выступлений, для своей истории стальных зубов. Волк, он мой покровитель. Об этом мне рассказал дедушка. У меня такие же стальные зубы, как у него. Такая же хватка мертвая. Еще вчера он был простым подростком. Учился, встречался с друзьями, мечтал о будущем. Но с недавних пор Азамат решил начать карьеру силача. Сковородка дома помялась, собиралась выкинуть. Тут сын увидел, говорит: давай выпрямлю. Ну, думаю, ладно, все равно же выкидывать. Так он зубами начал выпрямлять, и потом сковорода как новая стала. Это и есть та самая сковорода. Теперь она многофункциональная. На ней готовят пищу, с ее же помощью показывают шоу. Азамат выпрямлял ее несчетное количество раз. Этой участи, кстати, подверглись и другие вещи в доме. Ой, дома все переломал, все перегнул. Это он так тренируется. Вот станет знаменитым, счет ему выставим за переломанное добро. Друзья его называют Халком, а он себя гордо одиночкой. Дорогу в большую жизнь он решил пробить на примере старшего Таш-Чайнара. Правда, пока у него нет продюсера, нет команды, да и трюки показывает Азамат на свои кровные. Елдерден, область, жогор жактардан да бизди кайрылуу кылып ушу аракет кылабыз эми.
Мы с удовольствием помогли бы, но что можно сделать? Попробуем фонд создать. Но это небольшое село, где каждый выживает. Я понимаю, нужны такие люди, но мы не то чтобы до Гиннесса, до республиканского масштаба не вытянем. Тем не менее, у мальчика уже есть свой личный список рекордов. 4 микроавтобуса, грузовые машины, орехи и стекла. Но это только начало. Весной он собирается показать огненное шоу. А пока Азамат тренируется на подручных средствах. Чтобы держать зубы в форме, ему каждый день приходится что-то дотаскать. Сегодня он поднял диван с детьми. И этот очередной рекорд на пути к большой жизни вновь зафиксирован. Правда, только пока родными и близкими.